Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем. Даниэль Дефо. Добрый вечер. Вы смотрите новости на телеканале Ош Перим, в студии Роза Курманбекова, и вначале коротко о главном. Японское турне президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял участие в интронизации императора, посетил корпорацию и встретился с соотечественниками. Каракол меняется к лучшему, завершается строительство автодорог. Вместо овощного рынка этнобазар власти южной столицы намерены навести порядок в стихийной торговле. США готовы к войне с Турцией при необходимости. Такое громкое заявление сделал госсекретарь Помпео. Накануне президент страны Сооронбай Жээнбеков отправился в страну восходящего солнца с рабочей поездкой, в ходе которой он встретился с инвесторами и принял участие на церемонии восхождения на престол императора Японии Нарухито. Более подробно о поездке главы государства расскажет наш корреспондент. В императорском дворце в Токио прошла самая масштабная церемония интронизации, или по-другому восхождение на престол нового императора. На важное для Японии мероприятие были приглашены государственные и общественные деятели, представители дипломатического корпуса из 195 стран мира, в том числе и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Кроме того, Жээнбеков в рамках рабочей поездки посетил головной офис корпорации Tokyo Rope MFG в столице страны, которая занимается производством высокотехнологичных стальных канатов и уже имеет дочерний филиал в Бишкеке. В ходе разговора было отмечено, что практически все договоренности с компанией на сегодняшний день реализованы. Бизнес-инвестиции нам нужны как воздух и вода. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Японией, с такими крупными корпорациями, как ваша. Япония нам много помогала с момента обретения независимости. Стоит отметить, что на данный момент ведется установка противолавинных сооружений на одном из участков автодороги Бишкек-Ош, а также в ближайшее время аналогичные работы будут начаты и на другом участке автодороги. Наша корпорация заинтересована в развитии сотрудничества с Кыргызстаном. Мы хотим внести свой вклад в развитие экономики Кыргызстана путем внедрения современных японских инновационных технологий. Не забыл наш глава государства про соотечественников, проживающих в Японии. При этом Жээнбеков положительно отозвался об опыте проживания в такой развитой стране. Я очень рад встретить соотечественников в стране восходящего солнца. Я рад, что вы, живя здесь, можете перенять лучшие качества этого народа. Потому что Япония по праву считается страной передовых технологий. И мы должны стремиться к таким достижениям. Напомним, что президент Кыргызстана находится в стране восходящего солнца с рабочим визитом, в ходе которой состоится двусторонняя встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абе. Медербек Мамбеталиев, Нурмухамед Абдумаджинов. Новости Ош Перим. Центр избирком определил дату выборов новых народных избранников в Джугорку-Кенеш в 2020 году. Как сообщается, парламентские выборы состоятся 4 октября. Стоит также отметить, что общие расходы ЦИК в 2020 году составят 928 миллионов сомов, из которых 560 миллионов расходы на выборы в законодательный орган. Кроме того, Центральная избирательная комиссия составила график выборов в местные Кенеши до 2023 года. Налаживание внешнеполитических связей страны – залог становления государства на мировой арене. Эта важная миссия возложена на Министерство иностранных дел, которому в этом году исполнилось 75 лет. За это время профильное ведомство наладило отношения с более чем 150 странами мира. И это несмотря на глобализацию и конфликты интересов сверхдержав. Кыргызстан остается важным игроком на политической арене. В связи с этим в городе Ош была организована фотовыставка, в которой запечатлены самые яркие
яркий момент работы министерства. Подрастающее поколение должно знать историю своей страны, особенно когда это касается межгосударственных отношений. Поэтому мы подумали, что фотографии смогут передать всю атмосферу проделанной работы. Министерство иностранных дел Кыргызстана сейчас имеет представительство в десятках стран мира. Это ведь большое достижение для нашего государства. В Базаркургонском районе жители Арстанбабского аильного округа недовольны запретом на сбор орехов в заповеднике Дашман. Несмотря на это, около 500 человек ежедневно выступают с требованиями впустить их на территорию леса, а также упразднить статус заповедника. Напомним, Дашман был создан в 2012 году постановлением правительства. Его площадь составляет почти 8 тысяч гектаров. Тогда как указ, запрещающий незаконный сбор орехов, был подписан 25 сентября текущего года действующим директором Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства. Разбитые дороги в Караколе давно стали негативной визитной карточкой города. А ведь административный центр Иссык-Кульской области намерен получить статус туристической Мекки, так как городу есть что показать зарубежным гостям. И вот проблему разбитых дорог начали решать в этом году. Под реабилитацию попали 18 километров дорожного полотна. Накануне в торжественной обстановке открыли одну из улиц, где полностью обновлена со всей инфраструктурой часть городской магистрали. Подробности расскажет наш корреспондент. Жители улицы Шапак-Баатыра в городе Каракол сегодняшнего дня могут похвастаться новой дорогой. В открытии дорожного полотна приняли участие мэр, депутаты Горкенеша и местные жители. Стоит отметить, что длина новой дороги на этой улице составляет 620 метров, ширина 7 метров. Не забыли подрядчики и про пешеходов, застелив новые тротуары с обеих сторон. Также установлены 3 остановки для общественного транспорта. Не то что машинам, даже обычному пешеходу было трудно передвигаться по этой улице. Теперь все будет по-другому. Мы сможем спокойно гулять и будем знать, что наши дети в безопасности, потому что были построены тротуары, что очень важно. Всего из городского бюджета на строительство новой дороги было выделено 12,5 миллионов сомов. Толщина асфальта 8 сантиметров и отвечает всем требованиям. Дорога двухполосная. Сделали тротуары, установили арычные лотки. Появились дорожные знаки и разметки. Стоит отметить, что в этом году в городе Каракол планируется открытие еще 3 улиц. Из них улица Кадыраке будет введена в эксплуатацию уже в ближайшее время. Мерим Кубанычбек, Нурмухамбет Абдымаджинов, Новости Ошпери. Базары наравне с горой Сулайман-То считаются достоянием города Ош, ради чего ежегодно тысячи туристов приезжают в южную столицу, чтобы окунуться в восточный колорит, посещая торговые ряды. А ведь рынки имеют 2000-летнюю историю и представляют собой наследие шелкового пути. Однако местным управлением было принято решение, что в скором времени один из них будет переведен на окраину города, что вызвало массовое недовольство продавцов и местных жителей. Для чего были приняты такие меры, расскажет наш корреспондент. Рынок Тащикташ известен тем, что здесь местные жители продают выращенные на своих огородах и в садах фрукты и овощи. Однако в целях решения проблемы пробок на дорогах местными властями было принято решение передвинуть базар на окраину города, с чем категорично не согласны фермеры, которые годами продавали свою сельхозпродукцию на этом рынке. Сюда прямиком приезжают со многих регионов. Если мы переедем, вполне возможно, что покупателей станет меньше. Тогда мы не сможем кормить свои семьи. Кто будет за это отвечать? В это время автолюбители, напротив, отметили, что это правильное решение, потому что базар Тащикташ перекрывает многие улицы прямо в центре города, из-за чего постоянно образуются пробки. Yoldun boyu elbette musul buna türümüzde cevap boş gerekçe Не только уменьшить пробки в городе, но и построить крупнейший этнобазар. Именно такие цели преследует мэрия города Ош. По словам сотрудников муниципалитета, все работы, связанные с переездом базара, идут по согласованному плану. Никто не говорит, что мы сегодня или завтра заставим всех торговцев переехать в другое место.
В селе Джапалак, который находится на окраине города, будет выделен участок площадью примерно 50 гектаров. Там мы планируем построить рынок со всеми удобствами, куда в будущем переедет как центральный, так и базар Тешикташ. На базаре Тешикташ сейчас работает около 100 торговцев, которые зарабатывают на жизнь, продавая сельскохозяйственные продукты. Всего на смену локации одного из крупнейших базаров южного региона страны потребуется примерно год. Мерим Кубанычбек, Махбурат Алибаева, Шахрух Минджанов, Новости Ошпери. Арсен Рахымбеков стал известен на весь Кыргызстан всего за несколько дней. Он поразил своими способностями членов жюри на российском шоу талантов «Удивительные люди». Зрители в буквальном смысле были в приятном шоке от того, что 12-летний парень умножает в уме шестизначные числа намного быстрее, чем ту же самую операцию, считая столбиком, проделывают студенты престижных московских вузов. Сегодня Арсен и его наставник Джахшылык Матанов стали гостями нашей программы «Маселе». Эрудит покажет нам, что он умеет не только считать быстрее калькулятора, но и обладает другими талантами, которые воспринимаются обычными людьми как проявление сверхспособностей. Не пропустите, будет интересно. Внесем в наш эфир немного разнообразия и позитива. Ответ готов. Проверяем. Увидеть все своими глазами в этой студии. Покажи, пожалуйста. Чем ты можешь удивить нас? Любую дату, буквально любую дату. Абсолютно точно. Смотрите программу «Маселе» сразу после нашего выпуска новостей. К новостям в мире. США готовы начать войну с Турцией, если это будет необходимо. Протестующие за независимость Каталонии требуют переговоров властей двух сторон. Тем временем в Ливане ждут отставки правительства из-за повышения налогов. Подробнее вы узнаете далее. Новая волна протестов в Барселоне. Сторонники независимости Каталонии требуют переговоров между премьер-министром страны Педро Санчесом и президентом Женералитета Каталонии Кимом Торрой. Последний, беседуя с прессой, дал понять, что если Мадрид не согласится на переговоры, то манифестации продолжатся, добавив, что неоднократно пытался связаться с Санчесом, однако остался без ответа. Акции протеста в Испании продолжаются вот уже на протяжении недели. Пострадали по меньшей мере 600 человек, 194 арестованы. В понедельник в центре Барселоны прошла новая акция протеста. Она была организована так называемыми комитетами в защиту республики. Ее участники держали воздушные шары. Сообщается, что инцидентов с применением насилия в ходе митинга зарегистрировано не было. Президент США Дональд Трамп готов начать войну с Турцией. Об этом рассказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBS. Он заявил, что если военные действия будут необходимы, президент полностью готов предпринять их. Напомним, что военные операции Турции в Сирии начались 9 октября с целью вытеснить курдские объединения из буферной зоны. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке военных действий на 120 часов и выводе курдских формирований с территории. Позже Турция утверждала, что США не выполняют возложенные обязательства. А 21 октября стало известно, что 12 тюрем с боевиками и иностранцами в Сирии остались без охраны из-за турецкой военной операции. В Ливане вновь прошли массовые манифестации. Демонстранты выразили протест коррупции и политического застоя в стране. Некоторые требовали отставки всего кабинета министров, а другие лишь нескольких фигур. Митинги продолжаются 5-й день, а начались они после объявления о жестких мерах экономии. Одной из причин недовольства стало решение властей ввести налог на приложение WhatsApp в размере $6 в месяц. Правительство в ответ на волну недовольств отказалось от введения новых налогов и объявило о сокращении на 50% зарплаты министрам и депутатам парламента. По данным Всемирного банка, более четверти населения Ливана живут за чертой бедности. Это были наиболее важные события в стране и мире к этому часу. Впереди не пропустите новости из мира спорта. А я с вами прощаюсь до завтра. До свидания. Кыргызстанец Арсалан Будаджапов одержал победу на международном турнире «Шахтерская слава» по вольной борьбе. Турнир проходил в российском городе Кемерово. В нем приняли участие спортсмены из 29 стран. Медали разыгрывались в 10 весовых категориях. Будаджапов выступал в весе до 74 килограммов. В финале он поборол Исмаила Абдулаева из Азербайджана. В то же время в Грозном прошел турнир памяти Ахмата Кадырова. В нем участвовали борцы-вольники из 12 стран. В весе
весе до 61 килограмма кыргызстанец Мырзанар Улубек-Болот взял бронзу. Кыргызстанский бегун Илья Тяпкин занял 16 место на международном марафоне в Голландии, который прошел 20 октября в городе Амстердам. Наш спортсмен прошел классическую дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 19 минут 4 секунды и занял 16 место. Для завоевания лицензии на Олимпийские игры в Токио необходимо было пробежать на 18 минут быстрее. А среди женщин Мария Карабицкая заняла 7 место с результатом 2 часа 30 минут 40 секунд. Утвержден состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе для участия в чемпионате мира, который пройдет в Будапеште в Венгрии с 1 по 3 ноября. В турнире будут участвовать спортсмены не старше 23 лет. Разыгрывают 10 комплектов медалей. От Кыргызстана на чемпионат отправятся 9 борцов под руководством старшего тренера сборной Арсена Эралиева.